Александр Иванов, депутат от партии «Новые люди», выступил в парламенте республики практически с революционной речью. Послушайте ее. Добрый день, коллеги, приглашенные. До 2018 года в нашей республике произошли ужасные события, которые отбросили нас на десятилетия назад и превратили жителей моей республики в бесправных узников на своей земле. Огромные экологические катастрофы сгорели или срублены наши леса площадью, сравнимой с некоторыми государствами мира. Отравлены наши реки и озера. Целенаправленно поменяли Конституцию, превратив жителей республики из хозяев своей земли, лесов и рек в преступников и заложников античеловеческих законов. Когда права защищенность любых недропользователей и властимущих выше, чем у обычного народа, веками жившего здесь. Имея самую богатую по недрам республику на триллионы рублей, мы по нищете находимся в позорном 70-м месте. Наш бюджет загнали посредством эффективного управления своими концессиями, ГЧП и безудержными затратами в такие долги, что уже пытаемся распродать последние активы республики и неугомонно приближаемся к банкротству. Наши лидеры уже нагло сами участвуют в дележе народного богатства, включая алмазы и золото. Начиная с организации лечения при пандемии и по сегодняшний день продвигается культ смерти, уносящий самых лучших людей и сынов нашего немногочисленного народа. Нас склоняет не изучать свой язык, древний, пришедший к нам от наших великих предков, минуя тысячелетия. От нашего суверенитета, стоившего жизнь многим тысячам жизней и поломанных судеб, осталось только воспоминаний. И этого оказалось мало, решили упростить то последнее, где осталась душа нашего народа, наши наслега. Это ведь все произошло не случайно и не за один день. Все менялось и отнималось день за днем, из года в год в течение 7 лет. Мой честный, древний, мудрый, свободолюбивый народ за очень короткое время превратили безмолвных, бесправных, живущих в ежедневном страхе и несправедливости кучу людей. И за всеми этими бедами, выпавшими на нашу республику, стоит человек. Человек, который поклялся защищать нас перед Конституцией, народом и Богом. В любой другой стране мира лидер, допустивший даже малую часть из вышесказанного, исходя из совести, чести и достоинства, подает в отставку. В свое время выдающийся индийский политический деятель, который боролся за права своего народа, Джавахарлал Неру сказал: «Нет больших врагов собственного народа, чем воспитанная колонизаторами интеллигенция, в нашем случае элита. Но сколько веревочка не виться, а конец будет. Этим деяниям нет срока давности. Когда настанет время, все равно придется держать справедливый ответ перед своим народом за все слезы, унижения и пролитую кровь. И не будет на этой земле стены, за которой можно будет спрятаться, границы, за которой можно будет сбежать, и не будет человека, за спиной которого можно найти защиту». Когда депутат в региональном парламенте открыто говорит о колонизации, насилии, геноциде и разграблении, это не обычное эмоциональное высказывание. Это признак глубокой социальной и политической напряженности. Не каждый депутат рискнет публично обвинять власть в столь резких терминах. Иванов оказался самым смелым из всех публичных людей, самым смелым из якутских парламентариев. Нам нужны перемены, вот о чем буквально сказал настоящий Саха-патриот. Мы, движение за независимость, Саха, поддерживаем Александра и требуем отставки губернатора Николаева.